Это первый частный музей с уникальными экспонатами в Якутии. Нерюнгринский коллекционер собрал более 6000 редких вещей, говорящих об истории нашей страны, об истории других стран мира. Если в других музеях нельзя ничего трогать, то здесь можно все потрогать своими руками, примерить, испытать на себе. Ну а о самих вещах, конечно же, расскажет сам хозяин музея Александр Кашуков. Александр Андреевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась такая любовь коллекционировать редкие вещи? Ирина, история нашей коллекции музея началась больше 20 лет назад, когда ко мне случайно в руки попал старый военный кортик. Стал изучать его историю Великой Отечественной войны, и постепенно это переросло в большое увлечение. Захотелось приобрести и другие экспонаты, связанные с историей нашей страны. И на сегодняшний день наша коллекция насчитывает больше 6000 экспонатов, начиная с каменного века и заканчивая современной историей России. Есть много уникальных экспонатов, которых нет даже ни в одном музее мира. Вот, например, вот этот вот царский фотоальбом царской семьи Николая II. Он был найден в семье казаков, которые служили в охране царской семьи. А после пропажи царской семьи в 1918 году казаки в качестве платы за свою службу разобрали личный багаж императорской семьи. И вот все фотографии в этом альбоме, они сделаны личным фотографом их императорских величеств Левицким. Только он имел непосредственное право фотографировать царскую семью. Вот видите, они все подписаны с обратной стороны Левицкий. Один из самых уникальных и ценных экспонатов, семейный фотоальбом императора Николая II, попал в музей благодаря казакам, которые когда-то открыли для России Якутию. Его нашли в одной из семей, которые охраняли императорскую семью. Отличный музей. Таких вот, как скифские, вот даже есть экспонаты. Вот даже вот личный фотоальбом императора, вот, например, вот. Царской семьи. То такой уникальный экспонат мне очень даже волновал даже. Первый частный музей Якутии носит название «Мир времени». Здесь собрано более 6000 экспонатов, начиная с времен каменного века и заканчивая современной историей. Первый ламповый телевизор, скифские котлы, клады, царские монеты, фрагменты мамонтовой кости, сохранившиеся в вечной мерзлоте с незапамятных времен. Многие экспонаты являются уникальными, которые невозможно найти ни в одном музее мира. Очень много экспонатов, которые и по истории древнего мира, и по истории Якутии, и по истории Великой Отечественной войны. Хотелось бы отметить тот факт, что наши дети и наши внуки, к сожалению, уже не очень много помнят, изучают, конечно, в школе об истории Великой Отечественной войны, но вот благодаря таким людям, как Александр Андреевич Кашуков, который по крупицам буквально собирал свой музей, огромное количество экспонатов, и мы можем прикоснуться к истории, мы можем посмотреть. Примечательно то, что вот в других музеях каких-то даже государственного уровня к экспонатам нельзя прикасаться. А здесь можно попробовать, можно потрогать, можно вблизи рассмотреть. И это очень, понимаете, такой создает настрой, что ты переносишься во времени. И ты можешь прочувствовать ту историю или же там ту битву, допустим, вот очень я первый раз вообще вижу вот шлем викингов, это было настолько я просто поражена. И знаете, вот оружие в основном, когда вот если дети могут наши прийти, допустим, да, и посмотрят, и особенно в этой ситуации, которая на сегодняшний момент у нас вот идет, и благодаря этому музею дети и смогут увидеть, и ведь после нас еще будут потомки. И мы должны передавать это все из поколения в поколение, поэтому я очень счастлива, что побывала сегодня в этом музее, расскажу своим родственникам и друзьям, кто еще не был, обязательно порекомендую и обязательно приведу сюда своих детей. Коллекция музея постоянно пополняется. Благодаря отсутствию узкой специализации каждый посетитель находит что-то свое, интересное именно ему. Основная часть
экспонатов приобретается на аукционах. Бывает так, что начальная цена на аукционе составляет 1 рубль, и никто не заявляется на этот аукцион. Вот, например, вот такая вот уже редкая книга «Записи актов о рождении. Петроград, 1921 год». У нее начальная цена на аукционе была 1 рубль, конечная 600 рублей. Плюс 300 рублей за доставку, ну, вот, скажем так, она обошлась нам 900 рублей. Чем уникальна эта книга, тоже вот сейчас вот покажу. Вот здесь вот есть такая запись. 17 июля 1921 год. Федор Иванович Шаляпин, артист, Мария Валентиновна Петцольд, служащая, 38 лет. Вот у Шаляпина родилась дочка Дася Федоровна Шаляпина. Большая часть экспонатов принадлежат российской отечественной истории. Но особую ценность имеют вещи, которые связаны с историей Якутии и Нерюнгринского района. Большую ценность для нас представляют экспонаты, связанные с историей нашей республики, с историей нашего Нерюнгринского района. К сожалению, с каждым годом их попадается все меньше и меньше, но мы их все равно ищем и находим. Вот такая вот уникальная плакетка, сделана из бивня мамонта. 1855 год, город Якутск. В центре изображен Петр I, под ним вот 2 человека курят трубку. Сверху изображены символы власти, единорог и лев. Или вот такое вот знамя, мы его недавно нашли на Измайловском рынке в Москве. Это переходящее красное знамя Якутского обкома ВЛКСМ. И нам удалось вернуть его обратно в нашу республику. Музею уже больше 25 лет. В планах у владельца расширить помещение, систематизировать и подписать каждую вещь, потому что все артефакты имеют свою уникальную историю. Чтобы знать будущее, нужно знать прошлое, историю своего края, своего, другого. Вот. Ну, очень интересные экспонаты. Конечно, глаза разбегаются, и так сразу ничего не скажешь. Тут надо сидеть и очень скрупулезно работать, потому что каждый экспонат, он имеет свою историю, свой какой-то свою ауру. Вот, например, посмотрите, вот эта треуголка, это французского офицера 812 года, да. Ну, если посмотреть вблизи, там, внутри, как он пахнет, да, как он одевал его, что за человек был. И вот это не только лицезреть, смотреть, а вот изучать каждый экспонат, это для меня очень дорого стоит. Глубокое увлечение историей, коллекционирование и изучение предметов старины передалось Александру Кашукову от его деда, который тоже много лет собирал исторические экспонаты. Сейчас двери музея открыты для всех желающих, причем посетить его можно совершенно бесплатно. Мы постоянно проводим экскурсии для всех желающих, особенно для школьников, потому что я считаю, что наше подрастающее поколение должны знать, любить, уважать историю нашей страны, историю нашей республики, историю нашего Нерюнгринского района. И поэтому любой желающий может попасть в наш музей. Я считаю, что нужно обязательно вводить в школьную программу посещение вот таких вот местных краеведческих музеев. И вот с этого начинается патриотическое воспитание нашей молодежи. Поэтому мы всегда открыты. В честь воинской славы России, в честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Александр Кашуков организовал выездную выставку в поселке Беркакит. На данной выставке представлены все виды стрелкового оружия и какие-то вещи из боевых фронтов, которые присутствовали именно на тот момент Великой Отечественной войны. Поэтому, наверное, детям очень интересно и как бы символично именно в эти дни притронуться своими руками к этим замечательным предметам, которым нашим солдатам помогли в годы Великой Отечественной войны победить. Поэтому нам самим очень приятно быть именно неким проводником, вот той ниточкой, которую сейчас мы должны в наших детях воспитать. Это чувство патриотизма и гордости за наших дедов, прадедов, которые были участниками тех тревожных и героических годов. Поэтому хочется отметить и сказать спасибо огромное, конечно, это педагогическому составу школы номер 22, которые активно откликаются на наши мероприятия. Ну и, конечно, огромное спасибо
депутату нашему Кашукову Александру Андреевичу за предоставленную экспозицию. На выставке, как и в музее, все экспонаты можно потрогать, примерить, ощутить прошлое и почувствовать живую историю через сохранившиеся артефакты навсегда ушедших эпох. Мы узнали то, что были такие сложные времена, а после нам показали как бы выставку небольшую, которую привезли из Нерюнгри. Там мы увидели много разных как бы оружий и шлемов. Нам все подробно рассказали. Сегодня я увидела многие экспонаты, о которых я не знала о их существовании. Допустим, это чтобы подавать звук о воздушных нападениях или что-то подобное. Мне понравилась выставка, много разных экспонатов. Ну, вообще здесь как бы еще интересно рассказали то, что о солдатах, совершивших подвиг. И то, что там показали каждое оружие, там все подробно объяснили, даже историю рассказали типа о некоторых людей, то, что оружие. Вообще мне очень понравилось все. Школьникам, изучающим историю Отечества, сначала рассказали о памятной дате. И уже после познавательной лекции ребята изучили выставку. Александр Кашуков лично объяснил значение каждой вещи, ее предназначение и чем она интересна. У нас до нынешнего года действовал военно-патриотический клуб, вел нас руководитель. Дети посещают с удовольствием, занимаются подготовкой и с оружием обращаться. Походы военные осуществлялись и летом, и в течение всего учебного года. Ну, и сейчас мы пришли вот на выставку, посвященную Сталинградской битве. Дети с интересом рассматривают военные экспонаты, примеряют на себя оружие, каски. У каждого посетителя музея, знающего и чувствующего историю, пробуждается интерес не только к прошлому, но и к настоящему и будущему своей страны. Что говорит о социальной значимости, особенно в наше непростое время. С большим интересом сюда приходят и взрослые, и дети. И все, кто искренне интересуется историей и любит родное отечество. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.